Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! В эфире ваше любимое кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня своим рецептом с нами поделится директор Атнинского государственного драматического театра, очаровательная Ландыш Фазлиева. Ландыш Фазлиева, директор Атнинского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая. Родилась в селе Арбор Балтасинского района. Окончила Казанскую государственную академию культуры и искусств по специальности хоровое дирижирование. Ландыш работала музыкальным работником в татарском детском саду, заместителем директора в Атнинской детской школе искусств, затем начальником отдела культуры Атнинского муниципального района. С 2011 года Ландыш Фазлиева – директор Атнинского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая. Исәнмесез, Ландыш! Как доехали? Здравствуйте. Нормально. Ну, с такими пирогами. Специально привезла для вас пирог. Называется Атнинка. Вау! Очень вкусный, попробуйте. Так и написано здесь «Этне». Алла аша сразу. Ну, это сладкий пирог, да, я понимаю? Сладкий пирог. Хорошо, попьем чай. Дальше, Руслан, хочу вам подарить книгу про наш народный театр. То есть вся история нашего народного театра. «Этне» холод театра. Да. Отлично. А дальше это уже к 95-летию, вот мы выпустили журнал. Тут уже после того, как мы получили государственный статус, вся информация уже здесь есть. Бигзур Ахмед, большое спасибо. Обязательно ознакомимся. 95 лет Атнинскому государственному театру. И об этом мы сегодня обязательно поговорим. Поздравляем. Атнинский народный театр – один из старейших народных коллективов Республики Татарстан. В декабре 1918 года под руководством инспектора по делам просвещения Атнинской и Алатской властей Мухаммеда Парсина местные учителя, работники партийных и советских органов в помещении школы поставили двухактный спектакль «Птица счастья» по пьесе казанского артиста Фахриева. С этого дня началась история Атнинского народного театра. В 1924 году коллективом стал руководить молодой артист Джалел Камалов. В довоенные годы и в годы Великой Отечественной войны коллективом руководили Куддус Баязитов и Гарифулат Ухватуллин. 30 мая 1959 года театром стал руководить воспитанник театрального училища Гумер Марданов, который поставил спектакли «Искра» Тази Гизата, «Неотосланное письмо» по повести Аделя Кутуя, «Судьба татарки» Гали Ибрагимова, «Голубая шаль» Карима Тинчурина и другие. 1 июля 1966 года на основании приказа министра культуры РСФСР коллективу было присвоено почетное звание Народного театра. Атнинский народный театр – лауреат и дипломант различных всероссийских и республиканских смотров конкурсов народных театров. Указом президента Рустама Минниханова от 23 марта 2011 года о создании Атнинского государственного драматического театра Народному театру присвоен государственный статус. Атнинский театр, как и раньше, собирает полные залы, дает блестящие гастроли. Он остается преданным лучшим традициям сценического искусства. Ну и какое мы сегодня будем блюдо готовить в честь юбилея театра? Брай бялиши. Брай бялиши. Ну, как говорится, большой юбилей и готовим большое блюдо. Да. Бялиш. Брай бялиши – это фирменное блюдо нашего Атнинского района. Все гости, которые приезжают к нам, вот, обязательно пробуют это блюдо. То есть мы обязательно его готовим. Без брай бялиши у нас никто не уезжает. Начинаем готовить бялиш из полбы по атнинскому рецепту. Ландыш, расскажите, пожалуйста, с чего мы начинаем? Так, мне кажется, в первую очередь нужно приготовить тесто, а для этого мне нужно молоко, яичко, соль, да, мука, естественно. Все готово? И все. А ты, Руслан, пока помоги мне, пожалуйста, с полбой. Нужно отварить. Все, хорошо. Так, я по ходу буду тебе говорить, что туда еще нужно добавлять. Или... Хорошо, договорились. Так, варить, но его нужно как гречку. 1 к 2. То есть, если стакан полбы, 2 стакана воды обязательно. Так? Начинаем. Давайте. Ландыш, расскажи, пожалуйста, о чем, кстати, еще вот какими блюдами богат Атнинский край? Какие блюда? Ну, блюда уж, конечно, все готовят в Атне, как и везде. Приезжайте, сами попробуйте. Губадья очень вкусная у нас, например. Ландыш, ну вот, я понимаю, конечно, целый день на работе, руководить театром, это, как говорится, не так легко, а вот все-таки дома что готовишь сама? Дома что успеваю, то и готовлю. Ну, то есть... Дома готовим все, что готовят настоящие татарские женщины. Ну да, естественно. Ну а вот вообще любимые блюда есть, которые вот прям очень нравятся? Не только татарская кухня. Любимое блюдо мое – лагман. Я очень люблю готовить лагман. Лагман как ты готовишь?
как? Лапшу обязательно сама. Ну, вот это Вручную. лагмана, когда вот лапшу готовишь сам. Да. Так, положил я в кипяточек нашу полбу. Добавляем туда соль? Можно добавить, да, немножко. Чуть-чуть, да? При варке. Так. Добавим Так. чуть соли. И обязательно немножко подсолнечного масла. Подсолнечное масло для чего? Ну, чтобы крупа не слиплась, чтобы она была немножко такая Пару ложек? рассыпчатая. Да, пару ложек хватит. Ландыш, расскажи, пожалуйста, вот 95 лет назад образовался театр в Атнинском районе. С чего все начиналось? Вот инспектор по делам просвещения Мухаммад Парсин, то есть он собрал группу учителей, и они поставили первый спектакль. То есть это еще не была труппой, но группа любителей, как, ну так скажем. Дальше уже создалась труппа театра. Постановки были только на татарском? Да, только на татарском. Какие постановки можно вспомнить, те, которые самые первые? Самый первый был «Бахатсыз егет». Это по произведению одного актера. Мы его, кстати, так и не смогли найти, это произведение на сегодняшний день. Руслан, добавь, пожалуйста, сюда немножко подсолнечного масла. То есть в тесто добавляем подсолнечное масло? Обязательно. Так. Ладно, тогда ведь в 20-е, 30-е послевоенные годы в нашей республике было очень много вот таких народных театров, да, непрофессиональных. Вот сейчас сохранился только ваш, еще и получил статус государственного. В чем секрет успеха Атнинского театра? Мне кажется, именно в настоящих любителях театра, фанатах, а это именно наши руководители, начиная с Мухаммада Парсина, потом его работу продолжил Кудус Баязитов, потом Джалиль Камалов, потом вот в 1959 году в наш театр пришел Гумар Марданов. На сегодняшний день он вот также помогает нам, мы всегда советуемся с ним. Передаем ему привет сейчас. Передаем Бигзур привет. Салям. А дальше уже, когда Гумарави ушел, театр 2-3 года продолжил работу в театре Ильфат Хакимов. Он в то время был начальником отдела культуры Атнинского района. Он позвал вот Рамиля Фазлиева, после чего мы уже получили государственный статус. И на сегодняшний день мы уже работаем в государственном статусе. И, конечно же, огромное спасибо нашим зрителям, которые постоянно смотрят наши спектакли. Без них, без зрителей театр не сможет прожить столько времени. Ну и как наша кухня без хороших продуктов? Естественно. Итак, тесто у нас готово, да? Да. Полба у нас тихонечко-тихонечко варится. Что делаем дальше? Так, дальше нам нужно обжарить лук в сливочном масле обязательно и нарезать мясо. Мы продолжаем готовить бурай бяляши. И сейчас мы займемся начинкой. Так, лук, 2 головочки большие, вот мясо, разрезай. Ну тут, как и на любой бяляш, все нарезаем мелко. Да. Честно сказать, никогда не думала, что когда-нибудь буду работать в театре, еще к тому же директором. Я в детстве ходила в музыкальную школу, как бы занималась усиленно музыкой, поступила в Казанскую государственную академию, в то время была академией культуры и искусств, закончила по специальности хоровое дирижирование. Потом я познакомилась со своим будущим мужем, который родом из Атни? Да, который родом из Атни. Он как раз уехал в то время в ГИТИС учиться. И, естественно, мы после окончания института мы поженились, и я поехала за ним в Москву. То есть мы где-то 4 года мы жили в Москве. Надоело. Соскучились по родному краю. Ну да, Не естественно. хватало бурай бяляши. Он закончил ГИТИС и вернулся в театр Камала. Он работал в театре Камала режиссером. Вот именно, наверное, в этот период я и полюбила театр. Узнала, что это такое. Вообще, закулисье театра, так скажем. И как раз в то время, вот, когда Рамиль работал в театре Камала, его звали часто в Атнинский народный театр ставить спектакли. Мы вместе ездили туда ставить спектакли. И я, естественно, как хоровик-дирижер, иногда помогала с голосами. Да. Очень полюбили Атню. И вот как-то судьба нас забросила потом именно туда. То есть сейчас муж тоже работает в Атнинском Да, театре? главный режиссер. То есть, получается, муж сейчас работает главным режиссером, Да. вы директором. Да. Ну, отличный семейный тандем, самое главное, народу нравится. Да. Ну, вот слава за Богу. 3 этих сезона, которые вы там работаете, что интересного произошло?
Так, что интересного? Наверное, интересное все-таки произошло до того, как мы получили государственный статус. То есть у нас очень много хороших спектаклей вышло. Один из них, который запомнился зрителю, это «Мула» по произведению Туфана Абдуловича Мигнуллина. Именно после этого спектакля вот мы как получили гран-при, и нам подарили огромный автобус 13-метровый. И вот после этого как раз Туфан Абдулович и глава администрации нашего Атнинского муниципального района Гадбулат Велимханович, они вот как бы так постарались, так скажем, все-таки добились мы государственного статуса. Так, лучок у нас готов. Да, его нужно обжарить Обжарим. в сливочном масле. Опа, нашу полбу. Все так горячо здесь. Ждем. Пока ждет тұрсын, анар тағын құшырыз. Люблю я деревенские рецепты. Никогда не жалеют масла. Особенно сливочного. Весь вкус в этом. Так, ну что Как ж. говорится, кашу маслом не испортишь. Тем более бялеш. Да, тем более болеешь. Отлично. И обжариваем. Да. Ландыш, расскажи, пожалуйста, вот давай вспомним, как отметили 95-летие. Что делали? Где гуляли? 95-летие отметили, слава богу, очень хорошо. Первая часть программы, она у нас была такая театрализованная, ну, как сказать, не шоу, а представление, где мы показывали полностью историю нашего театра с самого начала, его появления и до сегодняшнего дня, вкратце, то есть за час 20 минут. А вторая часть уже официальная часть, где уже, Присутствовали VIP-гости, наверное? да, естественно, Фарид Хайрулович, Айрат Минимулович. Было уже награждение наших артистов. Некоторые артисты наши получили заслуженное звание. Конечно, не заслуженный артист пока, нам пока рановато. Заслуженный работник культуры. Любит ваш театр в республике, ничего не скажешь. Одна, молодцы, так держать. Мы продолжаем готовить бурай бяляши, и этот рецепт нам сегодня принесла директор Атнинского государственного драматического театра имени Габдуллатукая, очаровательная Ландыш Фазлиева. Ландыш рахмет. Спасибо. Бекзат рахмет. Итак, мы отварили полбу, нарезали говядину и на сливочном масле мы обжарили лук. Из всего этого мы сейчас сформируем начиночку. Да, начинку. Так. Но осталось еще тесто. Да. Давай, пока ты будешь делать начинку, а я раскатаю тесто. Так. Доска. Да, вот. Пожалуйста. Так, как тебе будет? Вот так удобнее, да. Мы готовы и продолжаем. Ну, здесь все просто, наверное, посыпали мукой, раскатываем. Да, Так, сначала, я думаю, добавим полбу. Так. Полба, который, в принципе, уже сразу можно. Да. Майвеля кушеп, если добавим Да. эту смесь, можно уже съесть. конечно. Очень вкусная каша. Ладно, расскажи, пожалуйста, вот я знаю, ваш театр часто выезжает в районы, гастролирует даже по России. Вот, как это происходит? Так как у нас нет стационара, ну, так называемые, как другие театры, мы не можем у себя, допустим, 2-3 дня поиграли премьеру, а дальше уже у нас население-то маленькое. Мы же, Люди можно по 5 раз сказать, на одну и тот же спектакль да, не ходят можно подряд. сказать, да. Мы же расположены в сельской местности, и поэтому нам приходится выезжать по соседним районам. Мы даже вот очень любим ездить, кстати, по маленьким селам, где народ уже давно не смотрел спектакли. И знаешь, самое интересное, вот в маленьких селах, там очень интересно играть. Люди вообще спектакли смотрят, как сериалы. Они вот общаются, разговаривают, прям так интересно. Семечки кушают. Ну, семечки, это уж везде есть. Ну вот отличается все-таки публика городская от деревенской? Естественно. И деревенский зритель, он такой более натуральный, более такой эмоциональный, искренний, да. Но кроме районов нашей республики, вы же еще и гастролируете по России. Да, мы гастролируем, вот мы каждый год, это у нас даже иногда 2 раза в год получается, обязательно это у нас гастроли в Москву, и обязательно, ну как бы уже, как обязательно, мы очень подружились с татарами Новосибирской области, и они нас каждый год зовут в гости, вот мы ездим в Новосибирскую область. То есть там тоже не только в самом городе, а именно по селам, где вот живут именно татары. А какие постановки популярны? Комедии, драмы? Знаешь, сейчас народу более близки, конечно, комедии, но мы сами любим ставить больше драмы. Сделайте драматические комедии. И понравится всем.
Итак, мы раскатали тесто, сделали сразу крышечку. Здесь еще есть вот такой небольшой кусочек теста, но об этом расскажет Ландыш чуть позже. Хорошо. Вот, начинка готова. Так, нужна сковородка. Сковородочка. Есть. Так. Так. Вот такая красивая у нас настоящая сковородочка. Нужно смазать маслом. Майюля. Так. Подсолнечное масло. Тут вот как? Много, Много мало? не надо, не надо Чуть-чуть, много, да? потому что у нас масло будет внутри. Нет, масла в нашем бялишике его очень много. Да. Ладно, еще хотелось бы поговорить конкретно о труппе театра. Вот сложно ли набирать людей? Какой возрастной ценз там у вас? Во сколько? От 18 до 40 лет? Или можно и в 70 лет в вашем театре работать? В театре можно работать, мне кажется, в любом возрасте, если тебе здоровье позволяет, если тебе физические возможности позволяют. А именно в наш театр набирать труппу было не очень легко. Мы хотели оставить всех артистов нашего народного театра, но, к сожалению, у них есть основная работа своя. Народный театр – это же хобби, и поэтому сейчас сюда нужна начинку. Начиночку. Да. То есть люди после работы приходят на репетиции, да? Это настоящие фанаты, это настоящие любители искусства, держать. поэтому их к себе забрать невозможно было, поэтому мы набирали заново труппу. То есть, Это те, кто постоянно смогут репетировать, приходить на репетиции, на гастроли ведь еще уезжать. Да. Были, конечно, у нас и такие артисты, которые перешли с основной работы к нам. Это очень ценный кадр. Марат Хабибуллин. Он у нас пишет сценарий для наших таких мероприятий, как юбилей, например. Очень ценные кадры. Да, и еще очень ценно не забыть посолить начинку в нашем только бялишике. хотел сказать. И поперчить. Так, регулируй, пожалуйста, количество. Так, еще немножко. Еще чуть-чуть, И да? перца, все, перца. Хочется, конечно, сказать и о молодом составе нашего театра, вот, о молодежи, которая, несмотря на то, что театр расположен в сельской местности, не побоялись, приехали к нам и работают на сегодняшний день прекрасно. Даже вот девушка, которая приехала только в этом году, она уже номинировалась. Нет, она была номинирована и к тому же получила премию «Тантана Триумф» за 2013 год за роль Гайни в спектакле. То есть дебютную роль. Да, за роль Гайни в спектакле «Мини Камал». Руслан, а теперь нужно масло. Опять масло? Да, естественно, как же без масла. Секреты атинской кухни. Салмай и не прогадаешь. Да, Все добавляем? да, Кусочками? кусочками. Так распределяем, да? Так. Ландыш, расскажи, пожалуйста, какие планы есть вот на 2014 год у вашего театра или вообще на будущее? Планы, конечно, большие, но вот самый первый план у нас пока мы готовимся к премьере по произведению Карима Тинчурина «Американ». Американ. Да, это комедия. Как в Атнинский район приехал американец. Да. На самом деле такой сценарий. Ну нет, не в Атнинский район, конечно. Ага. Там про студентов, которые, чтобы забрать исторические факты, прикидываются профессором из Америки, и добивается своей цели. Так. И вот вся веселая история, которая вокруг всего этого происходит. Ну, а у нас тоже интересная история происходит. Мы закрываем крышечкой наш бялиш и защипываем потихонечку края. Но здесь я только буду смотреть, потому что очень ответственный момент. У каждой хозяйки здесь свой подход. Так, отлично. Но вообще, вот, Ландыш, не пожалели ни на секунду вот о том, что из Казани, сначала из Москвы, тем более, переехали в Атнинский район и сейчас там работаете? Нет, ни на минуту не пожалела. Мне там очень нравится. Народ очень добрый. Вообще район такой, он очень близко расположен к Казани. Можно сказать, даже пригород Казани, да, и Заказание, если правильнее сказать. Хотя я сама и не из Атни, но полюбила вот этот район от всей души. Я сама из соседнего района, Балтасинский район. Ну, сейчас в любом случае Балташлар, Этнелер, они все рады вас видеть, я думаю, да? И мы еще раз им передаем Бекзур салям. Балиш у нас практически готов. Нужно сделать маленькую дырочку вот тут посерединке. И красивый цветочек, чтобы его закрыть. Вот для чего нужен был вот этот кусочек теста, да? Так. Так вот. Теперь сделаем розочку. Розочка. Сколько мы бялиш готовим? Примерно так же по традиции часа 2? Да, часа 2. То есть неважно, что вместо картошки полба, все равно 2 часа. Да.
Ну, в Там же основном, мясо. Да, в эти 2 часа готовится у нас мясо. Можно ножик? Ножик, пожалуйста. Итак, внимание, делаем розочку. Здесь у каждого свой подход. Так. Она же в то же время и крышечка наша. Ну, кстати, многие хозяйки, когда готовят беляш, где-то через час-полтора его вынимают, добавляют туда бульон Да. и обратно отправляют в духовку. Что скажете? А здесь у нас бульон не нужно. Бульон не нужен, так как у нас полба уже готовая, а мясо он сам сок, свой сок. Ну и не забываем о полкило масла, которое там тоже Да. внутри. Сливочное масло, оно тоже Это небольшой бульончик сделает внутри. Так. Так, вот наша крышечка-розочка готова. Ага. Так, закрываем крышечкой. Так, розочка у нас уже на своем месте, и добавляем Да. лепесточки. Да. Так. Ну, театралы без этого не могут. Все должно быть красиво, не только вкусно. Конечно. Итак, бурай беляше под улыбку ландыш отправляется в нашу духовочку примерно на 2 часа. Борай-беляше. Замесили пресное тесто. Для начинки обжарили на сливочном масле измельченный репчатый лук. Отварили полбу в соотношении 1 к 2 с добавлением растительного масла. Все смешали с мелко нарезанным мясом, добавили соль и перец. Раскатали тесто, разделив на 2 большие части. Большую разложили на смазанной маслом сковороде. Заполнили начинкой, на которую выложили кусочки сливочного масла. Сверху беляш накрыли крышечкой, защипали края и поставили в духовку на 2 часа. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии своих блюд и готовьте вместе с нами. Ландыш, 2 часа пролетели незаметно, тем более в компании с театралом. И мы готовы попробовать этнинский бурай-беляш. Этне бурай-беляше. Вот так будет правильно? Да-да-да. Итак, открывайте духовочку. Ой, вот он сочный, так, смотрите, там кайнап тура, как говорят татары, да? Так, Пшикно. аккуратненно. Да, тут опасная работа у нас. Раз. Осторожно. Ай-яй-яй-яй. Биг кайнар очень горячо. Итак, Ландыш, вы как хозяйка, давайте разрезайте беляш. Я налью вкусного татарского чая. А можно Так. Прихваточка, да, беляш у нас горячий. обязательно? Как разрезают беляш? Нет, вот? мы разрежем порционно, но раньше, конечно, резали вот так вот, кругами резали. То есть доставали в тарелке внутренность сначала, а потом только ели. Ну и такое понятие же есть. Беляш тебе, да? Дальше тебе, да? В наших краях, нурлатских, да, в альметьевских, есть такая обязательная традиция, то есть надо попробовать вот донышко беляша, иначе счастливым не будешь. Ну, мы сегодня попробуем и верхушку, и донышко, и начинку. Так. Оригинальный беляш. Честно, давно-давно не ел такого замечательного беляша, тем более из полбы, и мы его прямо сейчас, Ландыш, Давайте. говорим как татары бисмилля рахман рахим. Тәмле булсын. Тәмле булсын. Айнар. Вы пробуйте, я доем быстренько. Сізге ошадым, вам понравилось? Как вам сказать, я же сама готовила. Как я могу себя похвалить так? Ну, я тоже имею небольшое отношение к этому вкусному беляшу, так что Бигзур Ахмед. Честно, вот беляш получился очень сочным, оригинальным. Еще раз, дорогие друзья, давайте немножко экспериментировать и добавляйте вместо картошки полбу, вы не прогадаете. Рахмет Бигзур. Ну и пользуясь случаем, хочется поздравить ваш замечательный театр, Атнинский государственный драматический театр имени Габдуллы-Тукая с 95-летним юбилеем. От всей души еще раз поздравляем. Ну и, как говорится, умышлар, встретимся на 100-летнем юбилеем, дай бог. Аминь. Шова. Ну и тоже можете вот несколько слов сказать нашим зрителям. Всех ждем у себя в Атне. У нас Атня вообще славится своим гостеприимством. Приезжайте, смотрите наши спектакли. И пробуйте вот такие замечательные блюда, как бурай беляши, например. Бигзур Ахмед Сигалам. Бигзур Ахмед. Смотрите нас, дорогие друзья, каждую неделю. Самые вкусные блюда ждут вас. Ну и, конечно же, самые лучшие известные гости. Пока-пока. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.